Здравствуйте, Синьянь Куайла. Вот и народ Поднебесной отмечает Новый год по лунному календарю. Хотя китайский Новый год один из древнейших праздников, его исконные традиции и обычаи соблюдаются и по сей день. Традиционным атрибутом праздника являются мандарины, которые, по мнению китайского народа, символизируют финансовое благополучие. Так, приходя в гости, принято дарить 2 оранжевых цитруса, а хозяева, в свою очередь, тоже дарят свои 2 мандарина. Отрадно, что изобильные новогодние столы и у туркменского народа всегда полны мандаринами, которые с детства у нас ассоциируются с праздником Нового года. Наряду с этим, у китайского народа есть еще одно традиционное национальное блюдо – это рыба, которая, по мнению китайского народа, символизирует достаток и успех. Кстати, 2024 год в Туркменистане считается годом рыбы, а в Китае – годом зеленого деревянного дракона, что вызвало немало дискуссий. Если коротко объяснить, у древнего туркменского народа, в основном занимавшегося земледелием, был свой календарь летоисчисления. Об этом наглядно свидетельствует и любопытная археологическая находка, хранящаяся в музее Акбугдай, что в переводе означает «белая пшеница». Речь идет о каменном артефакте, на котором высечена 14-конечная звезда Солнца, а на ней рельефно изображены 12 животных из зодиакального круга. В продолжение нашего исторического экспресс-экскурса по древней земле туркмен хотим рассказать вам об уникальной символике дракона, не имеющей аналогов в мусульманской архитектуре Средней Азии. Это мозаичная декорация портала мечети Сейд Джамал-ад-Дина. 2 полных экспрессии мозаичных гигантских дракона по обеим сторонам арки. Это лучший памятник художественной средневековой мусульманской мозаики, единственное во всей Средней Азии столь изящное произведение художественного гения страны. Именно так писал востоковед, доктор исторических наук профессор Александр Семенов об этой легендарной мозаике, которая, к сожалению, была частично разрушена Ашхабадским землетрясением 1948 года. Однако, такая вариативность трактовки символа 2024 года никоим образом не говорит о каких-либо противоречиях, а наоборот, словно 2 половинки инь-янь, символизирующих баланс всего сущего во Вселенной, так и они дарят нашим народам веру в светлое будущее, надежду на долголетие, успех и процветание. В новом году мы желаем нашим китайским братьям с ловкостью рыбы находить нужное течение для реализации своих смелых планов и фантастических идей, и пусть мудрость дракона подарит вам силы на то, чтобы сохранить внутреннюю гармонию и обретение новых знаний.